Ювелир – это мастер по изготовлению и ремонту ювелирных украшений. И в первую очередь это, конечно, уникальный специалист. Ну а самое главное – это творец. Ни для кого не секрет, что Якутия богата наличием драгоценных камней и металлов, что делает эту профессию особо востребованной и актуальной. И сегодня я нахожусь в Якутском промышленном техникуме, где я попытаюсь получить первые навыки этого мастерства, ну и, конечно, поделюсь с вами своими эмоциями. Испытана на себе профессия ювелир. Поехали! Испытано на себе. Знакомьтесь, Ниргуяна Ниргустановна – это мастер производственного обучения по ювелирному делу. И именно сегодня с вашей помощью я постараюсь окунуться в мир этой уникальной профессии. Но давайте немножко поговорим про то, как сюда поступают ребята, после какого класса и какую профессию они могут получить. Ну, наш Якутский промышленный техникум открылся в 1984 году. Поэтому достаточно такое за долгое время, у нас очень много выпускников. У нас поступают после 9 класса и на базе 11 класса. По 25 человек мы набираем. И при поступлении таких творческих экзаменов у нас нету, поскольку у нас профессия, да? По среднему баллу аттестата к нам поступают. А какие предметы сдают? При окончании они сдают как творческий экзамен. Они должны придумать свой эскиз, вручную делают свои изделия, да, дипломные, и защищают. И получают диплом о среднем профессиональном образовании. То есть можно поступить после 9 класса и после 11? После 11. Каков срок обучения здесь? На базе 11 класса, вот мы нынче вот начали набирать, 1 год, 10 месяцев, а на базе 9 класса 2 года, 10 месяцев обучаются. И профессия у всех будет одна – ювелир? Да, ювелир, универсальный они будут. То есть, в принципе, охота у студентов есть к вам. Конкурс большой или да, пока очень нет? большой, потому что вот каждый год мы наблюдаем, да, именно наплыв студентов, в основном девочки, да, ну 50 на 50, девочки, мальчики. Вот нынче, например, подали на 15 мест 170 документов. Вот так, дорогие друзья, представляете, на 15 мест 170 человек. Конкурс огромный, да? Потому что, ну, это почему? Потому что мы все равно занимаемся целый год профориентационной работой. Участвуем в разных конкурсах, в разных конференциях, да, олимпиадах. И наше имя везде как бы звучит, да, и ювелирные украшения мы тоже продаем, берем заказы, изготавливаем. Да. То есть ребята могут здесь учиться и уже, в принципе, получая первые навыки, уже могут где-то подрабатывать, да? Подрабатывать могут, да. Здорово. И практику они проходят тоже в ювелирных предприятиях. То есть, по сути, уже заранее могут себе место рабочее, так сказать, приобрести, да, если хорошо обучаться, правильно? А вот если говорить все-таки про процесс обучения, да, это вот постоянно с утра до вечера только ювелирному делу обучаются, вот прям предметы, или все-таки каким-то общим предметом тоже изучают? Ну, с 1 курса у них идут общеобразовательные предметы, да, на базе 9 класса, например, да, это база 10 и 11 класса, все равно там математика, история, русский язык. А потом уже со 2 курса у них начинаются вот навыки, именно учебная практика у них по изготовлению ювелирных изделий. Есть такие предметы, как специальные предметы, где их обучают именно создавать эти ювелирные изделия, 3D-моделирование, например, да? Основы ИЗО, да? Основы композиции, дизайна, например, вот такие специальные предметы, где их обучают именно вот, создавать свой собственный дизайн, да, индивидуальные какие-то, да, изделия. Вот, а потом уже обучаются на этих цветных металлах, как латунь. Первый этап, да, наверное? Первый этап, пока они уже как привыкнут выпиливать, опиливать, да. Потом у нас есть навыки именно, как они пойдут вот на предприятие и будут делать монтировку. То есть собирают изделия подетально, да? Например, серьги нужно забрать, заштифтовать, зашлифовать, привезти вот на продажу, да, например, готовить.
Поэтому всем навыкам уже со второго курса, получается. Все вот так вот, перемешку, например, да? Практика, теория, практика, теория. Ну, Вот как так и в любом вот. Да. другом учебном процессе. Ну, собственно, в принципе-то понятно, как сюда поступить. Я думаю, если вдруг телезрители сейчас заинтересуются, всю подробную информацию можно найти, наверное, на нашем на сайте, да. Ну, а мы проект называем «Испытано на себе». Соответственно, я сегодня должна испытать что-то, ну и поделиться с вами, насколько это сложно, легко и какие эмоции может дать такая интересная и, возможно, немножечко такая творческая, даже не немножечко, а очень творческая профессия ювелир. Поэтому от теории и разговоров переходим к практике. Испытано на себе. Конечно, рабочее место ювелира – это, наверное, вот самое интересное, что может быть, да? Вот немножко расскажите, ну, основные такие моменты, которые должны быть у каждого ювелира под рукой. Ну, рабочее место ювелира – это верстак, он называется, да. За этим столом ювелир делает все основные операции, да. Пайку, вот здесь вот берется горелка, да. И покажем, Ага, да, это потом. вот, да, отжигаем, запаиваем, да. Ага. Инструменты вот для правки, например, молоточки. Для опиливания берем вот напильники, например, да, надфили. Потом с помощью, да, бормашинки, там есть педалька, с помощью вот бормашинки мы будем шлифовать, да, поверхность, например, да. Потом после пайки мы будем отбеливать, поэтому здесь у нас на специальной плите стоит вот отбеливающий раствор, и потом после полировки чистим и так далее, да. Ну, здесь уже идут Кусачки или что? кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, да, вот пилки специальные по размерам. Нужно расположить так, чтобы было удобно, да, где все лежит, мы должны заранее уже подготовить, чтобы нигде ничего не искать, да? Да. Это нужно скорость иметь еще, да, не только качество. И зрение еще нужно иметь, как и минимум. хорошее зрение. И уже нужно как бы иметь такие навыки, что вот все ваши изделия, которые вы будете тут, например, делать, да, каждый ювелир, монтировщик, все одинаковые должны, все должны быть идентичными, да? Вот за этим он должен следить обязательно. Вообще, любое искусство – это достаточно кропотливое дело, да, и навряд ли мы в рамках 39 минут могли бы показать весь процесс, да. Ну вот хотя бы немножечко расскажите нам о том, что мы будем сегодня делать, ну и, собственно, покажем все этапы. Ну, как я уже говорила, каждое изделие мы отливаем, да? Есть такая елочка, и сразу получается около 40, около 60 штук, да? И, вот эти штуки, например, мы обрезаем и уже начинаем монтировать. А это что за металл? Это латунь у нас, да? Латунь. То есть мы делаем сегодня некий герб, да, или что? Это герб нашей республики. Вот. Мы должны обработать вот здесь вот, в этих местах, где были литники. Вот здесь вот обработать, ну, придать такой объем и гладкость, да? То есть, по сути, это достаточно такая сейчас неказистая, да? Да, неказистая. Не очень симпатичная фигурка, да? Казалось бы, не некрасивая. Она должна быть очень красивая, наверное, золотистого цвета. То есть, по сути, вот вырезали-то вы ее просто, а внешний вид придать необходимо, да? Да, очень необходимо. Когда отливаются, они все одинаковой формы, одинакового рисунка, да, ничто здесь не меняется, да. Поэтому идентичность очень такая должна быть, обязательная. Мы должны соблюсти именно нормы, да. То есть не сточить вот до тончайшего состояния, например, да. Переборщить тоже нельзя. Перебарщивать тоже нельзя, да. Поэтому мы на глаз должны определить, что да как должно быть, да. Ну, например, вот эти ненужные швы мы должны убрать. Поэтому с помощью вот таких надфилей маленьких, ну, там, где участки поменьше, мы берем вот такие маленькие инструменты. А там, где побольше, мы можем сразу удалить, да, побольше металла, чтобы скорость у нас прибавилась, да. А как вот ювелир должен знать, когда надо
остановиться вовремя? Это на уровне как интуиции, Да, чутья? интуитивно, и рисунок должен быть, да, образец. Например, вот у нас есть образец, вот эти гербы должны выглядеть вот таким образом, да, например. Вы сравнивайте, эталон есть, вот вместе с эталоном вы сравниваете. В идеале Ага. вот так должно быть выглядеть, да, все это, значок выглядит так, но пока у нас он совершенно другой. То есть первым этапом после отливки это нужно все это дело подпилить, да? Подпилить, опиливать. Опиливать. Ага, Правильно. правильно. Терминологию тоже надо изучать. Итак, ну давайте я Да, попробую. давайте вот держите. Ага. Вот есть специальные для упора из деревянного материала, называется финагель. Да, финагель. Берем инструмент и начинаем уже опиливание, да. И держим таким образом, чтобы не повредить, конечно же, пальцы, да. Ага. И в одну сторону, не туда-сюда, например, да, а вот так вот в одну сторону опиливаем и смотрим форму. Правильно ли мы идем, да, делаем. И вот здесь вот тоже, видите, да? Ножки какие-то. Ага, ножки, они как неравные, будто бы, да, неровные. неровные. Вот это тоже надо подровнять. Ага. Чуть-чуть нажимаем, да, но и следим за тем, чтобы здесь у нас форма такая должна быть ровная, да? То есть если чуть-чуть загнулась, можно вовремя можно исправить. подправить. Ага, нужно подправить. Интересно. То есть это такая работа, вот миллиметр за миллиметром. Да. И кто бы мог подумать, вроде работаешь с металлом, да, а ошибиться здесь тоже возможно, да? Да. Чуть-чуть больше перепилишь, и все, и не будет тебе идентичности, да? Потом сейчас вот в данном случае латунь, а мы будем делать из драгоценного металла. Там металл каждый учитывается. Ага, да? Здесь имеется поддон специальный. А ребята с какого курса начинают работать уже с драгоценным металлом? Ну, допустим, серебром, золотом. Кто профессиональнее, да? Ага. Те начинают уже даже со второго курса. У кого очень хорошо получается, даже с первого курса начинают уже на драгоценных. А как я делаю? Это я правильно Вот, делаю? вот смотрите. В одну сторону надо делать. Вот в одну сторону нужно толкать вот так вот, жестче. Направление обязательно в одну сторону. Тогда мы можем контролировать, да, ровность, А неровность. если мы на металле чуть-чуть приборщим, нарастить можно? Нарастить можно, запаять, детальку можно. То есть это обратимый процесс. Движения вот такие. Вот глядя на те движения, которые вы сейчас делаете, можно с точностью сказать, что ювелир – это профессия для очень усидчивых людей, да? Да, очень усидчивых, аккуратных, внимательных, да. То есть если нет у тебя таких навыков, будет очень тяжело. Но приобрести их можно. Бывает такое, что студенты приходят, ну вот, гиперактивные Да, какие-то? да, да. Вот у нас есть такая проблема, можно сказать, что проблема, да, что с усидчивостью у нас не очень, да, и терпимостью. А трудоспособность тоже, да, опять же. Трудолюбие это должно А быть. потом они все-таки могут выработать в себе, Вот да, такие выработать качества? могут терпение. Это когда, вот особенно после 9 класса, они в подростковом возрасте, видимо, и начинают тут. То есть вот так вот, вы представляете, насколько эта работа, ну, необычна, ну, для меня. Хочется уже быстрее взять туда-сюда, а ну понимаешь же, что так не должно быть, да? И то есть этому тоже нужно обучиться. Поэтому если хотите когда-нибудь стать ювелиром, будьте готовы к тому, что терпение здесь превыше всего, да? Итак, ну, значит, вот мы поэтапно так делаем. Ну, вы сказали, что если что нарастить что-то можно, подправить что-то можно, да? Вот это надо спиливать? Да, это надо спиливать. А нога нашей лошадки станет гораздо меньше. Ничего страшного? Хорошо. Здесь вот с этим эталоном, видите, вот тут ровненько все. Так и должно быть там, да? И потом после каждой работы, например, мы опиливаем, и мастер, например, я или другой мастер, приходит и проверяет каждую работу. Если делал на что-то неправильно, не по эталону, да, сразу возвращается студенту обратно
Это называется технический контроль, да? После технического контроля возвращается и дорабатывается. А как вы выбрали такую профессию, интересно? Я здесь училась сама. Ну, у меня есть педагогическое образование, и поэтому меня оставили здесь работать вот мастером. Все, понятно. С металлом у меня обучал отец в детстве. Он тоже кузнечным делом занимался. Как интересно. А вам вот работать больше нравится с металлом или с камнями? Больше с металлом, да? Потому что я пробовала вот стать огранщиком алмазов. Нет, там неинтересно, потому что там одно и то же грани делаешь, а здесь уже творческое, да, можно придумать свою какую-то красивое изделие, эскиз придумать сначала, да. Вот. Потом, после опиливания, мы уже начинаем шлифование, да? Поэтому сначала берем крупный абразив. У каждой наждачной бумаги есть свои номера, да? Крупный, например, 600 мы используем, чтобы побольше слой снять и неровности подровнять, да? Вот Так. И вот теперь здесь, да? Теперь здесь вот эту педаль мы берем и нажимаем на педаль. Вот как на газ, да, или швейная машина, или газ автомобиля, да, тут тоже ногами контролируем, да, и проверяем сначала, как крутится. Оно как будто бы, видите, как юла, это значит, мы неправильно продели. Это мы тоже по технике безопасности сначала объясняем деткам, да, чтобы они все правильно делали. Ну вот, кстати говоря, про технику безопасности, да, мы все-таки работаем с серьезными, инструментами, и здесь, наверное, этому нужно тоже достаточно долго обучаться, чтобы это все на автомате было, да? Да, все на автомате, все на этом, и нужно заниматься, ну, действительно, стараться нужно, да, для этого. Вот. Все, не дребезжит. Не дребезжит, и уже по поверхности мы ведем вот таким образом. И здесь пальцы, главное, не сточить себе, не да? сточить, и нужно поверхность вот именно параллельно держать с куркодержателем. И вот такие уже движения на себя, как будто соскабливаете. Вот здесь начинается все самое интересное. Так, здесь уже нужно уметь работать с координацией, потому что нажимать педаль и соображать, что здесь еще что-то делать. Есть же такое упражнение, когда одновременно делаешь два разных движения, вот это примерно то же самое сейчас испытываю я, но попробовать я обязана. То есть, смотрите, нажимаем и на себя. Нажимаете на педаль легонько, Мамочка. не сильно. Нет, не останавливайтесь. Да? На одном уровне держите ноги, еще чуть-чуть нажмите. Вот. Только не улетайте. Ой, мамочка, увлеклась, да, и все. Все, так держу на одной скорости, да? Да, на одной скорости держим, да. И смотрите, у нас наш герб обретает, ой, мамочка, золотистый. Да, ведь? Уже вот этот налет убирается, неровности убираются, мельчайшие. Если вам кажется, что сейчас это очень легко, на самом деле я уже вспотела, потому что волнение, вот эта штука вибрирует, нога у меня там уже почти судорогой сводит, потому что действительно есть момент страха какого-то некого, но это все со временем, наверное, да, сходит на нет. Да. Я представляю, если вот взрослый человек так себя чувствует, значит, детишки наши тоже так волнуются. Испытывают стресс. Да. Ну, бывают такие ребята, что вот боятся именно вот таких оборудований, да, которые дребезжат, шумят очень сильно. Ну, значит, это проработка страхов неких, да? То есть работать с инструментами, особо девочкам. Если мальчики-то, наверное, может, еще... Нет, мальчишки тоже бывают трусливые есть, которые... Ну, если их не обучали никогда этому, да, конечно, волнительно, а потом уже быстро привыкает, навыки появляются. Вообще человек учится очень быстро же. Ну да. И привыкает очень быстро. Так, ну вроде бы как будто бы...
Здесь главное, да, добиться того, чтобы это все было равномерное, да? То есть Равномерная никаких поверхность. дырочек не должно быть? Никаких вот этих выпуклостей, неровностей не должно быть. То Аж есть, ладошки вспотели, друзья. вот. Видите, мастер все делает в руках, а я здесь на этой деревяшке, и то с огромным страхом все делаю. Равномерность нужно добиться, да? Везде. Не только поверхность, и вот по бокам тоже нужно. Фиг. Да, вот что, даже вот эти грани тоже должны быть? Да. Ну, здесь нужно приноровиться таким образом, что вот не сточить, да, вот эти углы. Мелкие, Ага, нужно вот таким образом можно держать, таким образом. Но добиться, чтобы у нас все везде была поверхность такая ровная. И там, где шлифовали особенно, да, держим. Вот таким образом. А если говорить об оснащении, да? Ну, у нас Техникуме. оснащение, когда мы выигрываем, например, гранты, да, ну, обеспечивает нас, ну, мы на бюджете же, и у нас и заведение еще и автономное, поэтому мы сами должны зарабатывать как учебное заведение, вот продажи ювелирных изделий, например, заказы выполняем. Вот оттуда, если мы берем внебюджетные деньги, тогда уже как бы покупаем себе, да, заказываем и так далее. Но нехватка есть, конечно. Да. А если говорить о том, что, допустим, у вас есть что-то такое, чем вот вы прям гордитесь, какой-нибудь станок, я не знаю, да, какой-нибудь, чего, допустим, ну, нет во многих других. Вот дальневосточные мастерские у нас. Ага. И нынче мы приобрели такие оборудования, да, которых в республике пока нет. Это большие микроскопы, и с помощью них мы заглядываем, ну, увеличиваем, да, в размере наши изделия, и мы можем закреплять мельчайшие камни, можем делать гравировку, да, с помощью этих микроскопов. Например, невооруженным взглядом мы такие мельчайшие, например, гравировки мы не сможем сделать, а с помощью этих микроскопов уже мы смотрим. Ну, то есть это уже круто, да? Да, искусственно мы можем Так, делать. ну, давайте покажем итог двух процессов, которые мы сделали, да. Это наш Эталон. вот этот эталон называется, эталон нашей работы, вот так выглядит так. А это наш герб, который вот только-только в процессе. Но если бы я посмотрела, я бы сказала, уже один в один. Но, скорее всего, здесь еще очень много. да, Очень чего? много нужно доделать. Еще предстоит. Испытано на себе. Вы знаете, пока вот мастер отошел немножечко в сторонку, хочу поделиться своими эмоциями. Но, знаете, находиться вот за такой партой, ну, условно партой, да, вдвойне интереснее, нежели, допустим, в другом училище, да, или техникуме, потому что здесь настолько все интересно, но и точно скучать не придется, потому что, как минимум, какие-то новые термины, новые инструменты, которые ты не встретишь нигде, да, в быту. Ну и, собственно, да и вообще чувствуешь себя каким-то суперпрофессионалом, суперчеловеком, потому что ты как будто бы вот все знаешь здесь и умеешь этим пользоваться. Поэтому, ну, обучаться в таком процессе, мне кажется, это имеет свои какие-то определенные плюсы. Но как минимум мне безумно здесь интересно все. А это уже хорошее начало. Испытано на себе. Следующий этап у нас пайка, вот пимса, да? А теперь, проще говоря, пайка пимса. Пимс это... Это и такая иголка, гвоздик, которая, да, вот этот? гвоздик, который должен запаяться вот здесь вот посередине. Помещаем и с помощью, вот есть специальный сплав, да? Ну, ювелиры все знают, конечно, сплав, который соединяет металлы друг с другом. И всего лишь такой крохотный. Он называется припой. Ну, мы используем здесь серебряный припой. Припой. Припой называется, да? И вот теперь мы вот это вот вытаскиваем здесь. Огнеупорные плиты обязательно здесь должны быть, да? И вот это тоже, да, называется леткал. Здесь он, ну, крутится, что для удобства, да, чтобы мы могли поворачивать свое изделие, да?
Вы знаете, я в даже разные половину стороны. слов уже забыла. В одно ухо влетает, в другое вылетает, потому что... Вот это все огнеупорные плиты. Вот это буран называется, специальный такой, да. Мы можем сюда втыкать, например, когда мы запаиваем оправы для камней, например, да, стойки, мы здесь можем закрепить вот так вот. Чик. Как пенопласт. Да? Как пенопласт, но он огнеупорный, да? И вот на эталоне смотрим опять же, да, с какой стороны мы должны закрепить. Вот эта иголка, которая маленькая, видите, да? Она должна сверху находиться и вот посередине. Припой мы тут кладем. Припой, чтобы вы понимали, это практически как мелкие кусочки фольги. Настолько они Да. тоненькие, это вот как фольга. Но это именно посредством этой штуки мы сможем склеить металл с металлом, да? Ой, металлом. пошли какие-то жидкости. Это у нас специальный флюс, раствор, который будет защищать наши изделия от окислов, да, когда мы будем уже подносить огонь, да, подносить огонь к металлу. Здесь будут образовываться оксидные пленки. Поэтому флюс этот будет защищать от этих То есть загрязнений, и способствует еще расплавлению вот этого припоя. То да. есть ювелир это еще и своего рода химик, да? И химик, и сварщик, можно даже сказать, потому что мы соединяем же с помощью огня, и вот мы можем этот припой взять прямо, да, вот. Кисточкой. Кисточкой, специальная тоже кисточка, положить под вот эту иголку, и уже расположить правильно, да, чтобы он находился уже. Расположение уже нужно обязательно поставить таким образом, вот правильно, да. Лучше так сделать, чтобы с той стороны вот этот кружочек не выпирал, да? А с этой мы можем стычить, допустим. Тут еще надо продумывать И все вот пути, да? все пути нужно продумывать, как расположить, и вот со всех сторон разглядываем, да, крутим, разглядываем, правильно ли мы все делаем, да. И зрение должно быть вообще идеальное, потому что Идеальное, я да. вот сейчас, ну вроде бы у меня хорошее зрение, у меня глаза уже реально устали, потому что смотреть на все эти мелкие детальки, дорогие друзья, не каждому дано, это раз. А во-вторых, ты постоянно пытаешься что-то там разглядеть, очень сильно Разглядеть напрягаются. и сосредоточиться, да, на каком-то этом, да, на таких мелких деталях. Да? Но на самом деле, когда ты уже приобретаешь навык, и это все на автомате, это уже, да, как сейчас говорят молодежь, залипательно, да? И ты смотришь, как проникает в каждую щель вот этот припой, все соединяется, и получаются красивые вещи. Так, ну и сейчас будет fire. Вот смотрите, нужно прогревать сначала весь металл, чтобы он был такой темно-красного цвета, так скажем, да? Прогреваем. И уже наводим пламя на участок, где нужно запаять, да? И тут очень важно разглядеть вот ярко-красный цвет, и припой у нас расплылся, видите? И уже держит, видите? Серенькая, да? Серенькая это припой. Снизу, вот. Когда припой расплавляется, он превращается как будто бы в жидкость, как ртуть. И оно должно заблестеть. И это означает, что припой расплылся, и уже наш металл друг с другом соединил. Вот, то есть, посмотрите, вот такая одна маленькая серебринка, вот такая маленькая, да? Посмотрите. Припайка, да, это правильно? Припой. Вот такая маленькая серебряная штучка смогла прикрепить к себе гвоздик к нашему гербу. И теперь, и смотрите, и вот она настолько будет прочная, что это не оторвется? Да, не оторвется. Теперь вот это дело мы должны отправить в отбел. Отбел у нас из лимонной кислоты. Опускаем сюда, и все окислы, все загрязнения должны здесь очиститься, да, обязательно. То есть химические наши испытания, как в лаборатории, продолжаются. И потом уже промываем Водичкой. водичкой. Ой, И ничего страшного.
промываем и протираем, да? Протираем и смотрим, правильно ли мы запаяли, да? Вот видите, оно держится очень. Смотрите, ну вот то, про что мы говорили, очень все четко, твердо. И, собственно, как будто бы готово. Но почему-то у нас есть какие-то красные крапления. Ага. И это, ну, стоит здесь чуть-чуть подольше ее подержать. То есть мы В ее туда отбеливателе. отпускаем вообще, да? И оно должно, ну, минут 2 Хорошо. должно пролежать. Ой, ну это очень увлекательно. Все, помимо того, что вот, ну, может быть, по мне так вот эта вот кропотливая работа немножко не мое, ну, а вот всякие химические вещи, это уже более интересный процесс. Так, хорошо. Теперь уже мы протираем, и уже место пайки, если там у нас все хорошо, а если есть излишки вот этого припоя, ее нужно убирать опять же, да? После отбеливателя протираем и как будто бы идеальная работа, но она должна блестеть. Да. Что нам нужно сделать для этого? Для этого нам нужно заполировать. Вот, теперь следующий этап – это полировка. Полировка у нас будет происходить уже за одним другим местом рабочим. Называется полировальный станок. Ага. Мы наносим специальную пасту и обрабатываем на станке. То есть За станком. наше рабочее место мы сейчас покинем для того, чтобы перейти к следующему этапу. Испытано на себе. Это у нас называется полировальный станок. Здесь мы придаем изделию блеск. Ага. Зеркальный блеск. Ага. Это уже подготовка к идеальному состоянию, да, изделия. Тут Ой, мамочки. включается и наносится вот тоже это абразивный материал, но он настолько мельчайший, что вот когда шлифуется, ну, в данном случае полируется, да, тут А на вид как пластилин засохший. да, паста Гои называется. Тут состав идет разный, бывает, да? Вот видите, Ой, и заблестело. То есть совершенно из матового изделия получается... блестящее изделие. О, Вот сейчас попробуйте чудеса. сами. Так, Да. а я там пальцы себе так не заточу? Нет. Точно? А как держать надо? Так? Можно вот. Ой-ой-ой. Вот видите? Смотрите, нужно держать крепко Ага. и вот снизу вот так вот, как будто на себя, да? Я боюсь пальцы себе. Ага. Так, Тут, подождите. конечно, грязная работа, можно и измазаться. Она мягенькая. Да, Чего да, я ж да. боялась? Ага, Ну пальцы не зажует точно, да? Нет. А, чё мы- вот, Ага. начало положено. Начало есть. То есть надо угол менять, да? Да, да, да. Ой, да. мамочки. Вот так вот делаешь. А нажимать надо сильнее или нет? Да, можно. Вот, уже не страшно. Все. А то первый раз аж отлетело все. Да? Уже не страшно. А переборщить здесь можно или нет? Тут, да, тоже слой сильно не нужно как бы шлифовать. Практически идеально. Но, как сказали, ручки-то помарать придется. При да? полировке тоже снимается определенный слой металла, поэтому тут тоже не стоит перебарщивать, конечно. Чаем. Вот нагрелась, заблестела. И практически... Ее нужно промыть, правильно? А. Ага. Мы, когда делаем монтировку, мы делаем не одно изделие, у нас будут сотни. Вот на заводах их бывает, например, за один раз, за день нужно сделать 200 штук, например, да, одному монтировщику. И он с этой кучей сидит и все полирует, а потом уже массово должны его отмыть. Есть у нас специальная вот ванна, да, ультразвуковая называется. Так. Это вот про то, Она что я тут- говорила, похоже на кастрюльку на Да. кухне. Здесь при определенной температуре, скорости, помещаем наше изделие вот в специальную ванночку, да, такую.
И оно там И купается. здесь купается при мыльном растворе, да, здесь ультразвуковые волны будут проходить между изделием и уже чистить, да. Тут 69 градусов стоит на 13 минут, допустим. Мгм. То есть оставляем здесь на 13 минут, забываем, и потом получаем готовое Получаем изделие. уже готовое изделие. Вот так. Испытано на себе. Итак, первый этап изготовления ювелирного изделия в виде герба Республики Саха-Якутия происходит здесь. Но для меня непонятно. В общем, очень много каких-то ящиков, каких-то формочек, да? Рассказывайте, что это такое? Ну, здесь мы делаем восковые модели, да? У нас есть вот такие формочки специальные, куда заливается вот воск под давлением, да? Под давлением. И получаются восковые модели. Сейчас вот покажу. Вот здесь вот есть специальный проем, да? Ага. Чуть-чуть держим, несколько секунд, и вытаскиваем нашу модель. А, воск уже там. Ага. Так, да, например. То есть И получаются у нас, смотрите, вот несколько таких, и восковщик сидит, вот такие восковые модели нам готовит, да? зачем? Ага. Зачем? Для чего? Потом, чтобы сделать формовку, да, то есть заливаем гипсом вот эти все модели. Потом, когда вот этот гипс застынет, Там воск остывает, убираем. воск расплавляется, и вместо воска уже заливается металл. Ага. А, Понимаете, вон оно да? что. Ага. В гипсе будут уже металлические такие. Все изделия. понятно. Вот здесь, на этом стеллаже, находятся все резиновые формы. То есть здесь макеты, так сказать. Ну, вот эти формочки, из которых потом позже будут вылиты различные металлические формы. Да? Здесь серьги, кулоны, брелоки, гербы. То есть вот любую формочку возьмешь, вот так ее открываешь, и тут, ну вот, якутский кулончик. Но мне все понятно. Очень интересно, и потом сюда заливается воск, потом отливается все гипсом, и потом заливается металл. То есть процесс, он, в принципе, очевиден и понятен. Но вот она, кладезь ювелирных изделий. Испытано на себе. Так, вот они, наши гербики, да, которые были из воска сделаны. Ну, каждую модель мы вот на такую стоечку с помощью специального инструмента начинаем собирать вот такую елочку, называется. Да? И вот здесь фиксируем, это резиновый башмак. Потом мы закрываем вот этой вот опокой. Вот так вот закрываем. Аккуратно очень, да, и заливаем гипсом. И тогда с одной елочки у нас получится потом Тут, пустоты. например, 40 штук. 40 штук. То есть вот с Сразу такой 40 штук получится. сразу 40 металлических штук позже получится. То есть это для того, чтобы ускорить процесс. Не каждую формочку отдельно заливать, а вот, ну, процесс понятен. Потом вы снимаете, да? Потом, Здесь такая гипсовая будет Ага. колба. ну вот сейчас потом снимем. Ага. Здесь будет гипсовая, да? Мы пока ее не убираем, потому что воск должен расплавиться, и уже вот с этой стороны мы начинаем, вот этот башмак убирается, и начинаем туда заливать. Ну, а потом уже заливаем металл, собственно, в гипсовую форму. И у нас 40 вот таких будет металлических гербиков, да? Все понятно. Спасибо большое за такой прекрасный мастер-класс и за то, что дали нам возможность все-таки окунуться в мир ювелирного дела. И я с уверенностью могу сказать, что если вдруг кто-то из наших телезрителей захочет получить такую уникальную профессию, как ювелир, то вы смело можете довериться подобным профессионалам своего дела, мастерам, педагогам, потому что образование вы получите однозначно. Итак, если мечтаете стать ювелиром, поступайте в Якутский промышленный техникум. Я думаю, здесь вас ждут, но нужно будет пройти
большой конкурс. Еще раз спасибо, мы желаем вам прекрасных студентов, благодарных, отличного, знаете, хорошего настроения, ну и, конечно, творческого вдохновения, как у любого творца. Спасибо вам большое. До новых встреч, испытано на себе.